Статуэтки победительниц Евровидения, раритетные карбованцы и голографические изображения топовых ведущих Украины. В Киеве свои двери открыл музей новостей. В 10 залах Мистецкого арсенала представлена вся история независимой Украины. Экспонаты на выставке собраны в том числе из частных коллекций старожил в медиасфере. Первыми уникальный музей посетили студенты и журналисты. Лидия Полянская была среди них. Взрослые за 60 гривен, дети, студенты и пенсионеры почти вдвое дешевле смогут увидеть рождение украинских новостей. Здесь все желающие на минуту могут стать телеведущими и корреспондентами і даже встретить голограммы топових дикторів страны. Все це зроблено з бажанням не тільки нагадати найважливіші події, які відбулися, не тільки розказати, як робиться телебачення, а допомогти відвідувачу стати тим самим співавтором новин, яким наши глядачи были завжди для нас. Первыми окунуться в атмосферу медиамира повезло киевским студентам. Они охотно делали селфи, вспоминали триумфы украинцев и даже давали присягу на Евангелии, так же, как президент. С самого первого зала очень хорошо все разбито по пунктам и все логично от начала до конца. То есть я думаю, что всем будет интересно, вне зависимости от того, журналист вы или нет. Я по образованию актриса, и поэтому мне вообще вдвойне интересно, как это все делается со средин. Я не занималась раньше журналистикой, я просто мне это интересно, слежу за новостями. Открытие музея приурочено к 20-й годовщине программы новостей ТСН. Работа над проектом длилась более полугода. Разработчики собрали главные события современной України. Незалежні експерти обрали 100 головних новин. І, до речі, перша новина – це анексія Криму, найбільш значуща за останні 26 років. Ця спроба була занурити людей в країну. І тому ми намагалися знайти і важкі, і значущі політичні моменти, і моменти такі більш легкі, розважальні. В отдельном зале посетители могут проголосовать за свой топ-10 самых важных новостей современной Украины. Мы для себя решили показать историю Украины через новости. И дальше мы уже подобрали к ним экспонаты. Надеюсь, они вам понравятся. Многие из них широкой публике ранее были недоступны. Организаторы пытались проанализировать историю независимой сквозь призму главных новостей страны. Удалось ли им это, решать посетителям. Заглянуть за кулисы телевидения можно до 26 марта. Лидия Полянская, Эдем Сейдалиев, Заман, АТР.